сделан доклад главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. Конечно, здесь в докладе очень подробно освещены все результаты деятельности Академии наук Республики за 30 лет. И особо вот для меня было важно то, что было подчеркнуто, что вот сейчас в нашем меняющемся мире, несмотря на вот геополитические ситуации, тем не менее Академия наук Республики продолжает, так сказать, свою миссию выполнять. Это, во-первых, интеграция науки, научного сообщества и с ведущими центрами Российской академии наук, Сибирского отделения Академии наук, и с нашими здесь, и вузовской наукой, академической наукой, и отраслевой наукой. И то, что вот было подчеркнуто, что территория у нас особенная, совершенно уникальная. Вот. Как всегда говорил Михаил Ефимович, первый президент, что благодаря тому, что у нас вот такая вот необычная совершенно климатическая ситуация в республике. Да, это вот сейчас говорят дыхание двух океанов. Поэтому вот и аура самой местности, аура природы, она предопределяет вот особенности. У нас же совершенно другой и растительный мир, животный мир. Вот даже мои студенты в своих дипломных работах, они исследовали вот растения, выращенные из семян, которые хранились в нашем хранилище в течение 5 лет. И самое удивительное – это то, что увеличилась всхожесть, увеличилась урожайность и увеличилось содержание биологически активных веществ. Вот это вот надо изучать, это вот механизмы, они еще не исследованы. Почему вот так вот происходит? Почему такая адаптация произошла в лучшую сторону, с лучшими элементами для вот этих семян, криосемян. И также и во всем остальном тоже. Вот возьмите, значит, наше холодовое, так сказать, воздействие, в общем, на все, в том числе и на новые материалы, которые мы разрабатываем, полимерные. Мы привыкли, что полимеры, конечно же, они в таких климатических условиях, при перепадах температуры, при таком интенсивном ультрафиолетовом излучении, они очень быстро старятся. Вот. И здесь нужно сказать, что вот нашими учеными достигнуто то, что даже вот эти синтезированные искусственные материалы, они адаптируются к нашим жестким климатическим условиям эксплуатации. Еще мне хотелось бы подчеркнуть ноции мирового уровня, потому что вот благодаря тому, что республика, значит, тоже участвует в этой большой программе, и благодаря НОЦ мирового значения действительно получены совершенно уникальные мировые результаты. Вот, я горжусь этим. Высоты вообще вот этих 30-летней высоты Академия действительно у нас отметил, что Академия развивается в новом направлении. И в подходе к 30-летию Академии разработана программа развития дальнейшей Академии. И вот что мне очень приятно, полностью своим выступлением, Айсен Сергеевич полностью поддержал содержательную часть этой программы. Так, и в этом плане надо уже переходить уже к конкретным действиям. Речь идет о каких проектах? Прежде всего, это научно-образовательный центр «Север». Он у нас сроки продлены синхронно к десятилетию науки и технологий. Она будет продлена, соответственно, на 8 лет. И таким образом у нас деятельность НОЦ в настоящем-то серьезно разворачивается. И задача сегодня поставлена главой о вхождении в 5 лучших НОЦов,
в России. И для этого у нас есть все вот предпосылки, да, ну, по всем направлениям, которые оцениваются в этой научно-образовательный центр. Что такое научно-образовательный центр? Ну, мы все понимаем, что это вот самая деятельная такая программа, которая должен заниматься буквально реализацией, да, инновационных предложений, научных вот это результатов научных исследований, практическую деятельность с привлечением индустриальных партнеров и не только вот интересы индустриальных партнеров, но в целом вообще социально-экономическое развитие республики. Вот вот конкретным вкладом, да, вот наше правительство Республики Саха-Якутия, это вот комплексное научное исследование. Вот у нас был хороший опыт. Кстати, Арсений Сергеевич очень положительно вот отозвался по результатам комплексного исследования экологического состояния бассейна реки Вилюй. И по нему же компания «Алроса» не только приняла эту работу, но еще и предложил целую программу развития же, да, в это экологическое состояние медицины. Вот это он отметил, да. И вот такого рода комплексные исследования очень важны. Это конкретный вклад наше правительство в развитие, науки, региональной или, как хотите, прикладной вот эти направления науки. И в этом плане сейчас разрабатывается третий этап комплекса научных исследований. Второй этап мы уже проходим, и на следующий год, 24-й год, он будет завершающим, да. Но на сегодня уже, да, ведется уже такая подготовительная работа. Мы провели стратегическую сессию, да, вот по принципиальным позициям, какая она должна быть, и вот третий этап комплекса. Ну, мы считаем, что это должно быть конкретно привязано к планам и стратегии развития, социально-экономического развития республики. И она предусматривать должен, во-первых, прогнозные вот эти, да, сейчас же наука превращается в одной из движущих сил вообще, да, и в этом плане в первую очередь это прогнозирование, научное прогнозирование о различных направлениях развития. Это очень важно. То есть здесь будет разрабатываться стратегические планы, проекты развития не только республик, но и отдельных муниципальных образований и так далее. То есть мы должны дальше двигаться строго по науке. Вот, и что еще? Вот по программе, ну, то, что мне понравилось, все то новые решения, которые предлагаются по программе развития Академии, да, это центр превосходства, очень сильно поддержан, и идеология тоже поддержана, да. Идеология сама по себе, этот центр превосходства, она заключается в глубоком изучении, да, так называемого холодового ресурса, да, это климатология, это наша мерзлотная ситуация. У нас сейчас очень пошла тенденция как так называемое утепление да, климата, изменение климата и так далее. Это все требует такого научного подхода. И самое главное в центре превосходства это создание именно инструментария. Пусть это будет лабораторное, да, но серьезный инструментарий по изучению этих процессов. Мы услышали речь главы, в которой он ответил ряд важных моментов, которые, конечно, будут являться для нас как бы руководством действия. Во-первых, он отметил, и это нам очень приятно, то, что Якутия является, Академия наук Якутии является главным координатором реализации решений по поддержке науки региона. Это действительно мы, как высшая научная организация республики, именно на это нацелили все наши основные усилия. Во-вторых, он отметил, что необходимо отметить и усилить роль Академии как ключевого интегратора с российским академическим сообществом, с вузовской отраслевой науки и с
академиями наших национальных республик, которые присутствовали у нас на этом совете. И это, опять же, поддерживает как раз то направление, которое мы тоже считаем очень важным. И третье, что я хотела бы подчеркнуть, мне очень понравилось его выражение, что наука – это движущая сила преобразований в нашем обществе. Потому что бытует мнение, что вот наука как бы отдельно, а общество отдельно. Но как раз то, что наш глава понимает и подчеркивает это, что наука – движущая сила преобразований, это придает нам новые импульсы и новые силы для дальнейшей плодотворной работы. Я, с одной стороны, хочу сказать, что сегодня День Конституции, и 30 лет мы живем по этой Конституции, и в 2020 году внесли дополнения в Конституцию, и они дальше работают. Уже целое поколение выросло при новой Конституции. И вот интересно, что мы живем в самой большой стране в мире, которая занимает 2/3 евразийской территории. Вот. И в зоне полярного влияния живет примерно 2,5 миллиона жителей. И самое интересное, что одновременно в 1993 году первым президентом нашей республики была основана Академия наук республики. И вот уже 30 лет нам исполнилось. И я считаю, что мы живем в зоне вечной мерзлоты. Это в определенной степени наша особенность и наше, так сказать, можно сказать, даже богатство. Потому что целая наука развивается по изучению вечной мерзлоты. При Институте физтехпроблем исследовались поведение металлов, сварка в условиях низких температур, сельское хозяйство в условиях низких температур, особенности условий жизни народа Севера и гуманитарные дисциплины. Вот. Как человек, занимающийся проблемами науки Земли, я хочу сказать, что Якутия в определенной степени называют как кладовая планеты. Вот нигде в мире нет такого региона, где бы сосредоточено было одновременно нефть, газ, алмазы, уголь, два угольных бассейна примерно в зоне Вилюя. Вот. Ну и много других полезных ископаемых. На севере открыли очень крупнейшие месторождения редких элементов. И причем я хочу сказать, что многие наши месторождения, вот как урановые, как южно-якутские месторождения, они комплексные, потому что в них не только один элемент содержится, там гамма элементов. И, к сожалению, наша промышленность не всегда все элементы, и поэтому очень много элементов уходит в отвал. Это очень, так сказать, может на будущее, но многие мы теряем безвозвратно. Вот, например, Экихайское месторождение. Это второе в мире месторождение, где повышенное содержание Индии. Вот. Все ушло в отвалы, даже в реку, в Яну. Вот. Другие месторождения, вот, карбонатитовые месторождения, это комплексные месторождения. Помимо апатитов, ниоби, тантала, там еще железные руды, еще ряд других элементов. Вот. Так что мы, безусловно, так сказать, наука наша должна развиваться именно вот в этих направлениях. Ну и, конечно, для жизни человека это медицинские. У нас открываются новые медицинские учреждения, развивается наука о медицине. И все это было отмечено в докладе нашего главы республики. Ну что ж, я еще раз поздравляю с Днем Конституции
и мы продолжать будем. Самое главное, мне кажется, и на этом сделал акцент и сам Арсений Сергеевич, это то, что сегодня наука должна развиваться не только с точки зрения фундаментальной науки, и даже не только с точки зрения прикладной науки, сколько с точки зрения внедрения полученных результатов в реальные сферы народного хозяйства. То есть Арсений Сергеевич в очередной раз, как и президент страны Владимир Владимирович Путин, призывает развиваться науку по пути так называемого полного исследовательского цикла, когда фундаментальные исследования переходят в ранг прикладных научных исследований, прикладные научные исследования занимаются внедрением в реальный сектор экономики и в социальную сферу. В свою очередь, реальный сектор экономики и социальная сфера должны ставить новые задачи перед фундаментальной и прикладной наукой. Вот тогда вот этот полный цикл начинает работать именно на благо всей страны и всего нашего народа. Вот эта задача, поставленная Арсением Сергеевичем где-то примерно, по-моему, в конце его выступления, я считаю, что это самое главное. Самое главное. То есть период, когда науку характеризовали как способ удовлетворения собственного любопытства за счет государства, он закончился. Он закончился давно. Сегодня наука рассматривается, должна такой быть и является такой, как реальный надотраслевой сектор экономики. В этом самое главное.